Всем привет, меня зовут Ернар, я студент Босфорского университета, уже 4 года живу в Стамбуле, и сегодня я хочу вам дать полную схему поступления в Турцию без экзаменов именно в этом году. Для кого это видео? Это для учеников старших классов, которые задумываются о поступлении в Турцию. Это для студентов колледжа и бакалавриата, которые думают поступить в Турцию на магистратуру. Также это для родителей для родителей, которые хотели бы, чтобы их дети учились в Турцию. Давайте сначала познакомимся, кто я такой. Меня зовут Ернар, фамилия Умирзаков. Я из Казахстана, город Талдыкурган. На данный момент я студент Босфорского университета, также, получается, 4 года живу в Стамбуле, помогаю с поступлением в Турцию, и у нас более 100 довольных клиентов. У вас, наверное, в голове есть вопрос, почему я должен... У вас, получается, есть очень много выбора, куда вы можете поступить и почему вы должны выбрать именно Турцию. В первую очередь, это международный диплом, то есть качественное образование. Здесь очень много престижных университетов, которые откроют вам много возможностей после выпуска. Также, получается, здесь европейское образование, то есть ваш диплом будет котироваться по всему миру, как и европейские университеты. И также есть очень много программ на английском языке, то есть это открывает дополнительные возможности на рынке труда после выпуска. То есть на магистратуру, на докторантуру вы смело можете подаваться и в Европу, и в Америку. И можете также, если захотите, работать у себя в странах СНГ. То есть, во-вторых, это у нас близкая культура и география. Что это значит? Это в первую очередь это получается безвизовый режим для всех стран СНГ, с Турцией безвизовый режим. Вы можете заезжать, не открывая визы. Это очень упрощает процесс поступления. Допустим, в Европу, в Америку с этим посложнее, потому что там надо открывать визы. Во-вторых, это мусульманское население. Большинство здесь мусульмане. То есть для родителей это дополнительный плюс, то что здесь не будет, здесь мало спиртного, мало таких харамных вещей. Во-вторых, это в-третьих, это родители могут без проблем навещать своих детей. То есть очень многие родители, дети которых учатся в Европе, в Америке, они с трудом навещают своих детей, потому что им надо открывать визы, покупать билеты, а в Турцию с этим полегче, потому что вы просто берете билет и прилетаете к себе. То есть это также, можно сказать, очень близкая страна к нам. В-третьих, это, получается, очень доступные цены на обучение. В частных вузах обучение начинается от $2000 в год, а в государственных от $1000. То есть очень доступные цены на обучение. Этапы поступления. То есть я вам сейчас даю полную схему поступления в Турцию. Что вам надо делать, чтобы уже к сентябрю этого года вы смогли обучаться в Турции. В первую очередь можно разделить этап поступления на два. Это у вас в стране, в странах СНГ, Казахстан, Россия и так далее, и в Турции. То есть вы сначала готовитесь к поступлению у себя в стране, потом уже этап поступления заканчивается в Турции. В первую очередь это надо определиться со специальностью и с университетом. Очень многие дети не знают, кем они хотят быть, поэтому тут очень важна помощь профориентолога, чтобы вы смогли выбрать себе специальность, исходя из своих сильных сторон и от того, насколько востребованным будет эта специальность в течение 10-15 лет. И с университетом надо выбраться, потому что в Турции, допустим, если вы хотите поступить именно в Турцию, есть более 200 университетов. И среди них есть и хорошие, и среднего уровня, и даже слабенькие вузы, откровенно говоря. Поэтому вам надо посмотреть рейтинги и выбрать для себя университет. Во-вторых, это подготовить пакет документов, то есть для каждого университета здесь идет отдельная подача. То есть если вы в предыдущем этапе выбрали 3-5 университетов, в которые вы хотели бы поступить, вам сначала, потом надо подготовить пакет документов и подать документы в эти университеты. Следующее это у нас подать документы в университеты и получается четвертый этап это получение пригласительного письма. Пригласительное письмо, это что за документ? Получается это такое официальное письмо, отправляют вам его на e-mail. Там говорится, вот поздравляю, Ернар, мы готовы вас принять в университет.
То есть это такое письмо счастья. Следующее, после того, как вы поступили, вам уже надо начать подготовку к зачислению в университет. Это у нас получается перевод и заверение документов. Переводить можно, скорее всего, надо будет переводить на турецкий язык. Также надо будет апостилировать ваши документы. Это апостилировать надо будет, получается, аттестат 11 класса. Также надо будет апостилировать свидетельство о рождении и согласие родителей на самостоятельный выезд, если ребенку еще нет 18. Также вам надо будет сделать заграничный паспорт, если у вас его еще нет. Следующий этап — это, получается, бронирование общежития. Проблема в том, что, допустим, в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара, может просто не оказаться мест к тому времени, когда вы прилетите. Поэтому важно заранее заплатить депозит, чтобы у вас была гарантия, что вы не останетесь без жилья. Также насчет квартир, если кто-то захочет жить в квартирах, то цены примерно вырастут, когда много будет студентов. Поэтому желательно заранее забронировать также квартиры, чтобы у вас было куда сразу поехать после того, как вы приземлитесь. И следующий этап — это у нас предварительная подготовка. Для тех людей, которые вылетают впервые за границу, надо, получается, подготовить чемоданы. Также, получается, нужно провести маленькое исследование, что можно брать с собой, что нельзя и так далее. На этом у нас заканчивается этап поступления в Турцию у вас в стране. То есть после этого момента вы вылетаете уже в Турцию. А что у нас происходит в Турции? В первую очередь это у нас регистрация то есть как вы прилетаете, вы заселяетесь в свое общежитие или на квартиру, встреча с аэропорта, потом на следующий день уже идете регистрироваться в университет или на языковые курсы. То есть также, как я сказал, можете обучаться на турецком языке, можете обучаться на английском языке. Если вы решите обучаться, допустим, на английском языке, но у вас недостаточный уровень, то вы можете пройти подготовку Foundation на английском языке или на турецком языке, если вы не знаете турецкий язык. Так, получается, можно поступать в Турцию без знания языков. Вас всему научат. И во-вторых, это огромная проблема для многих студентов, это оформление медстраховки и ВНЖ. ВНЖ — это что за документ в целом? Получается, расшифровывается как вид на жительство. И это документ, который предоставляет вам право находиться в Турции на период обучения. Подводя итоги, у вас есть 7 этапов, пока вы находитесь в стране, и 2 этапа поступления уже после того, как вы прибыли в Турцию. Эти 7 этапов и 2 этапа я уже вам рассказал. Здесь, получается, решил их собрать все в одном месте. Следующее — это у нас кейсы. Я бы хотел показать вам кейсы наших студентов, которые поступили именно через нас. В первую очередь это Рената. Она из России, студентка, получается, из города Петропавловск-Камчатский, что находится на востоке России. Средний балл аттестата у нее 3,73. Также она не выбрала специальность, когда обратилась к нам. После наших консультаций мы помогли ей выбрать специальность. Сейчас на данный момент она обучается в Бахчишехир университете, живет в Стамбуле. Специальность у нее международные отношения. Также она обучается сейчас по программе Foundation, то есть изучает английский язык. И у нее получилось поднять английский с базового уровня до уровня B2 за полгода. Потому что у нее здесь хорошие учителя и качественное образование. Второй кейс — это наш Амир. Он из Украины, Одесская область, город Измаил. Средний балл аттестата у него 4,53. Его родители и он и хотели поступить в хороший рейтинговый университет, но, к сожалению, баллов не хватило для поступления в Босфорский университет, поэтому мы помогли ему поступить в также хороший университет, который называется УЗИИН. На данный момент Амир студент УЗИИН университета. Также из-за его хороших академических достижений ему получилось выиграть 50% скидку на обучение. Специальность у него называется бизнес, администрирование и торговля. Следующий наш кейс — это Дастан из Казахстана. Средний балл у него довольно-таки низкий, 3,53, то есть он был троечником в школе. Не знал, на какую специальность он поступил. В итоге его родители обратились к нам, и
по итогу, получается, он поступил в 3 университета. Это Сакария университет, Истанбул Культура университет и Истанбул Ермидокуз Майс университет. Специальность менеджмент. Также он выиграл 50% скидку на обучение именно в Ермидокуз Майс университете. Следующее это у нас Айнур из города Алматы. И на тот момент, когда она к нам обратилась, было 49 лет. Она не знала, какой университет выбрать, какой сможет она поступить, потому что сомневалась, что вообще возможно поступать именно в 49 лет на магистратуру. Также она хотела переехать в Стамбул, потому что хотела, чтобы ее дети обучались английскому языку в международных школах. И по итогу работы с ней она поступила в 2 университета в 49 лет. Это Бахчисехир университет и Бейкент университет. Также получается, мы помогли ей снять квартиру в элитном ЖК, переехала в Стамбул всей семьей, и дети ее учатся в международной школе на английском языке. Теперь хотел бы рассмотреть часто задаваемые вопросы, то есть у многих родителей по поводу консультации есть такие вопросы. Первое – это действительно ли диплом международный? Мой ответ – да, диплом в Турции действительно международный, потому что есть почти все университеты входят в международные рейтинги, они все имеют аккредитацию, они участвуют в Болонском процессе, то есть у них такая же кредитная система, как и в европейских университетах. Также они сотрудничают со многими университетами в Европе, то есть вы можете по обмену поехать по программе Erasmus на 1 семестр учиться в Европе, и за это вам будут платить. Поэтому диплом действительно международный. После получения диплома вы можете работать и у себя в странах СНГ, и за рубежом, и поступать на магистратуру, на докторантуру в страны, получается, Европейского Союза или в Америку. А я смогу поступить? Вот такой вопрос нам задают. То есть, ладно, ваши эти ребята, они там отличники, я же особенный, я могу ли я поступить, потому что у меня там тройки или я там из многодетной семьи, так он меня задают. Конечно, да, вы можете поступить, если у вас есть аттестат о среднем образовании, то есть оценки вообще не важны. Этому получается кейс наш Дастан, то есть у него были в тройке в аттестате, и он все равно смог поступить в 3 университета благодаря нашей помощи, и поэтому можно поступать без экзаменов, без знания языка. Вас всему научат. Следующий вопрос. А вы меня не обманете? Почему вам стоит вообще доверять? Вообще, кто вы такой, чтобы вам доверять? Своих детей, свои деньги? Да, тоже очень логичный вопрос. Почему вы должны доверять какому-то парню из интернета, который вещает на YouTube? Но у нас получается более 100 довольных клиентов. Отзывы вы можете увидеть в Инстаграме. Также мы работаем официально по договору с юридическими гарантиями. Поэтому вы можете нам довериться. Если у вас есть какие-то сомнения, можете к нам обратиться. Мы вам дадим даже номера тех родителей, которые поступали с нами. Поэтому я потихоньку подвожу вас к тому, что у нас есть услуги сопровождения по поступлению полностью под ключ. Получается, вы можете поступить в Турцию самостоятельно, без обращения к нам, без какой-либо помощи, но у вас будут такие следующие проблемы. Следующее это получается незнание программ обучения университетов. Так как я уже сказал, в Турции более 200 университетов, есть очень много программ обучения на турецком языке, на английском языке. Чтобы подобрать себе оптимальную программу, нужна, получается, консультация с экспертом. Незнание про процесс заявки, подачи заявки. Получается, у каждого университета свой сайт, у каждого университета свои дедлайны, поэтому за всем этим надо следить, или за всем этим нужно, получается, подавать документы, как проходит процесс подачи. Потому что в Турции немножко специфичные условия подачи. Следующее это у нас сложность получения скидок и грантов на обучение, если вы подаетесь как индивидуальный аппликант. А так как у нас в Турции зарегистрировано юридическое лицо, мы работаем официально здесь зарегистрированы как агентство по поступлению, мы можем получить от вашего имени скидку от 25 до 75%. Следующее – это ошибки при переводе и при нотариальном заверении документов. То есть, получается, если вы поступаете в Турцию, то, соответственно, вам нужно документы перевести на турецкий язык. Но это, получается, надо
делать в аккредитованных специальных переводчиков, чтобы ваши переводы были признаны в Турции. И с этим возникает много проблем. Если вы не обратитесь к консультации экспертов, то вы можете просто потерять деньги, потому что вам надо будет эти документы переводить еще раз. Следующее – это проблемы с поиском жилья, потому что, скорее всего, вы не знаете турецкий язык, вам сложно будет с этим. Уже по прилету в Турцию вам надо будет получать следующая проблема – трансфер, когда ехать с аэропорта Стамбула до своего города. Это регистрация в университете, какие там документы нужны и так далее, и получение ВНЖ. И у нас, получается, есть сопровождение по поступлению, как мы можем вам помочь. Мы помогаем вам от и до. То есть с того момента, как вы обратились к нам за консультацией, до того момента, как вы получили ВНЖ, и до конца первого года обучения мы вас будем сопровождать, мы вам будем помогать. Получается, у нас что входит в услуги сопровождения? Это у нас помощь в определении со специальностью университетом, подготовка пакета документов, подача документов в университет, получение пригласительного письма со стопроцентной гарантией, бронирование общежития, предвылетная подготовка, а в Турции у нас получается тоже полное сопровождение, встреча в аэропорту, трансфер до вашего города, регистрация в университете, нахождение общежития, оформление медстраховки и ВНЖ. У нас, как я уже сказал, есть более 100 учеников. Более подробные отзывы можете посмотреть у меня в инстаграме. Пишется как erike.junior. Также мы работаем официально по договору. Есть юридическая гарантия поступления. То есть вы не останетесь без университета. Вот это получается справа шаблон нашего договора. Также, получается, почему вы должны работать с нами, это у нас мы предоставляем скидки в университетах. Допустим, вот Амир выиграл 50% скидку на обучение. В течение 4 лет эта скидка получается $45 тысяч. Поэтому, так как у нас есть в Турции официально зарегистрированное юридическое лицо, то есть здесь у нас есть ВИП, мы работаем как агентство по поступлению, и поэтому работаем напрямую с университетом и можем получить скидки до 100%, ну, в основном это 50-75%. Поэтому, если если вам было это полезно видео, если вы досмотрели до этого момента, значит, вам интересна тема поступления за рубеж. Вы хотите поступить или чтобы ваши дети поступили в Турцию. Первый шаг для этого – это записаться на бесплатную консультацию. Можете навести телефон на этот QR-код, чтобы он отсканировал и перевел вас к WhatsApp. Не стесняйтесь писать, мы вас полностью бесплатно проконсультируем. Вы можете получить хотя бы бесплатную консультацию, чтобы быть уверенным в своем выборе. А если то, что мы вам предлагаем, вам понравится по цене, по контенту, можем уже работать дальше. Вот это мы предлагаем, WhatsApp номер, можете отсканировать QR-код. Также оставлю ссылку для связи в описании. Всем спасибо, всем пока, до свидания.